Российско-кыргызский фонд развития может стать фондом для других фондов, оставив себе $100 миллионов, чтобы инвестировать в крупные компании, а их у нас не так уж много. Остальной капитал он размещает в различные инструменты, и в те, что уже действуют, и в новые механизмы финансирования. Например, профинансировать агентство ипотечного кредитования на $50 миллионов. Столько же можно разместить в государственных коммерческих банках, чтобы они могли кредитовать как можно больше малых и средних предприятий на льготных условиях. Можно создать институт поддержки малого и среднего бизнеса, который будет инвестировать в капитал до $1 миллиона. Таким образом, для МСБ кредиты дают небольшой рост, а инвестиции в капитал превращают малый в средний, а средние компании в большое предприятие. Чтобы малые и средние компании работали более эффективно, нужно создавать промышленные зоны. У кыргызского бизнеса нет свободных денег, чтобы своими силами построить промзоны. И здесь можно использовать возможности Российско-кыргызского фонда развития. Для этого создается инфраструктурный фонд. Одним из его возможных проектов могут стать промзоны. Место, где предприятия малого и среднего бизнеса объединятся для того, чтобы производить товары на экспорт. С другой стороны, создается агентство по продвижению экспорта, которое выстроит столь необходимый мост между кыргызскими производителями и зарубежными рынками, в том числе и рынком стран ЕАЭС.